Нет проблем в том, чтобы заговаривающий читал вслух Коран перед присутствующими у него людьми, и они все слушали его чтение. Он делает намерение в этом чтении, что он делает рукья всем им, а также слушающий делает намерение, что он хочет получить пользу от этого чтения Корана, и чтобы он стал причиной в его исцелении. Нет в этом проблем. Исцеление и польза приходят по причине слов Всевышнего Аллаха. Поэтому если слушающий сконцентрирует свое внимание, а также направится всем своим сердцем и слухом к словам Аллаха, свят он и велик, желая получить от этого исцеление, то он получит пользу от этого заговора, даже если он не был из числа тех, для кого его читали. Более того, если слушающий читает заговор с аудиозаписи и электронных приборов и сконцентрировал свой слух для того, чтобы получить пользу от этого чтения Корана, который он слушает, то это является дозволенным, несмотря на то, что чтец не имел намерения сделать рукья именно для этого человека. Если объединятся намерение чтеца и намерение слушающего, то это принесет пользу с дозволения Всевышнего Аллаха. Но если слушающий уединится в своем намерении, сделав намерение получить пользу и исцеление от этого Корана, который он слушает, то прослушивание также принесет ему пользу, так как в Коране находится исцеление для людей. Исцеление наступает не от воздействия голоса чтеца, но исцеление приходит только по причине прослушивания слов Всевышнего Аллаха.